Тенгиз Бзилуабит. Сершемыз. Хацуқтан пиамтазы абрейцвыртыз Москва из протоколпа иризгна хайча верстахуп ирхахират чопаха и копитиге зарапа зхудша ава ирахаша. Тенгиз, добрый день. Здравствуйте. В последнее время очень много говорится о протоколе, который был создан после совещания 19 августа, где встречались Дмитрий Козак и Аслан Бжаня. В связи с этим создается непростая ситуация, я бы так сказал. Многое сказано об этом, но все-таки есть вопросы, на которые пока нет ответа. Я хотел бы, чтобы мы сегодня с тобой поговорили о них. И с твоего позволения я приступлю к первому вопросу. Говорят, что протокол официально не был прислан в Абхазию. Но ведь реально 19 августа в Москве прошло совещание с обсуждением вопросов, прописанных в этом протоколе. Разве это меняет дело? Протокол был прислан в Сухуми или нет? Это что-то меняет? Ну, вообще, очень долго, после появления вот этого протокола, очень долго обсуждалось, фейковый этот документ или не фейковый, кто его слил, с какой целью это было сделано. Лично я считаю, что неважно вообще, где этот протокол возник. Этот протокол мог возникнуть и в администрации президента, это может быть на Старой площади, это может быть на Ильинке, это может даже сделали на Лубянке или на Смоленской площади. Не имеет значения, где появился протокол. Важно то, что когда этот протокол появился, никаких официальных опровержений, не содержание этого протокола, не его структуры, на предмет того, он содержит элементы материального или интеллектуального подлога. Ничего такого не было. То есть, мало того, что никаких официальных опровержений подлинности этого документа не было, плюс еще были комментарии государственных чиновников, депутатов Российской Федерации, которые содержательную часть этого протокола подтвердили. Вот. С какой целью теперь? Теперь однозначно это, что содержание этого протокола соответствует действительности. Теперь с какой целью он был слит? Это очень интересный вопрос. На мой взгляд, отчасти у этого протокола были две задачи. Первая задача отправить месседж абхазскому народу, что есть проблемные вопросы, на которые настаивает российская сторона, и из-за того, что эти вопросы не урегулированы, возникает некий объем санкций, условно говоря. Это одна задача, на мой взгляд. Вторая задача, во второй задаче заинтересованная абхазская сторона тоже. То есть я не исключаю, что слив был произведен как с российской стороны, так и с абхазской. Для абхазской стороны важно слить этот документ для того, чтобы обозначить в преддверии президентских выборов тех людей, которые якобы виноваты в ухудшении российско-абхазских отношений. Виноваты они потому, что есть круг вопросов, которым они противостояли. Из-за этого противостояния российские и абхазские отношения ухудшились, поэтому возникает некий объем экономических санкций по отношению к абхазскому народу. Это очень, с этой точки зрения протокол, конечно, политически оправдан, потому что в преддверии выборов власти в лице Аслана Бжани выгодно подавить активность оппозиции, обозначить оппозицию как некого врага абхазского народа, который своими действиями не только сопротивляется экономическому развитию республики, но и ухудшает российско-абхазские отношения. На мой взгляд. В начале протоколов мы читаем следующее. Протокол совещания заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака с президентом Республики Абхазия Асланом Бжаня. Тут ранги разные. Почему наш президент занижает свой ранг, соответственно, и статус нашего признанного независимого государства? Вопрос, наверное, уже не ко мне. Почему? Это вопрос ему нужно задать? Это интересно всем.
тоже особо удивляться не стоит, потому что за 4 года правления Аслан Абжани он понижал статус абхазского президента, вообще президентства Абхазии, везде, где можно было. И моральное поведение, этическое поведение с его стороны. Такого поведения себе не позволяет не то, что президент страны не может себе позволить, нормальный абхазский человек, мужчина не может себе позволить в Абхазии так себя вести. К сожалению, это так. Вот. Потом есть еще одна очень большая проблема, связанная с российско-абхазскими отношениями и статусом наших чиновников в Абхазии. К сожалению, из-за того, что мы каждый год выбираем очень слабых руководителей, которым нет достаточного доверия со стороны абхазского народа, они едут в Москву, чтобы компенсировать объем отсутствия вот этого доверия со стороны народа. Как бы, помните, в прошлые времена, в древности абхазские владетельные, абхазские цари вынуждены были ездить в Византию, чтобы получить корону. Вот что-то примерно в этом, что-то похожее на это сейчас происходит в российско-абхазских отношениях. Наши президенты каждый раз едут в Москву, чтобы получить вот это одобрение. Это вина отчасти самих глав государств, которых мы выбрали, и, возможно, даже наша вина, потому что мы выбираем таких очень слабые фигуры, которые не имеют своих принципов, которые слишком податливые. По этой причине, скорее всего, нами приходится иногда им приходится понижать статус. Заместитель главы администрации президента, конечно, это не статус президента республики. Вот. Но это такая данность, к этому мы пришли. Если бы это была совершенно другая фигура, например, вот если мы представим себе, что президентом был бы сегодня Владислав, он, наверное, даже не поехал бы с ним разговаривать. Это раз. И еще, из-за того, что мы экономически зависим от Российской Федерации, у нас не такое большое поле для маневров у наших руководителей. Ведь они не только встречаются с руководителем такого уровня, наш президент встречается с руководителем более низкого уровня, чем господин Козак. Так что это комплексная проблема, и так просто ее решить, я не знаю даже как. В протоколе речь идет о 3 законопроектах, которые абхазские власти обязались принять. Давайте коротко коснемся их. Значит, первый законопроект, и о нем написано так. Ратифицировать соглашение о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Мог бы ты, Тенгиз, вкратце рассказать, что это за законопроект? Ну, в принципе, я думаю, что лучше рассказать о них всех троих, потому что эти все 3 документа, по сути, это один пакет. Там второй законопроект о разрешении на строительство апартаментов на территории республики. И преференции для бизнеса. Льготов для инвесторов. Да. Это все документы в рамках одного пакета. Вообще, история этих проблемных вопросов, она возникла не сегодня, она возникла уже давно. Россия в рамках взаимодействия с Республикой Абхазия очень долго пыталась провести эти вопросы. Вначале этот вопрос не касался апартамента, он был более такой конкретный. Этот вопрос был продажа жилой недвижимости иностранным гражданам. По инвестиционной деятельности Россия тоже неоднократно требовала получения дополнительных преференций. Вот что мы должны понимать вообще в текущей ситуации. И вот позицию России в этом. Лично у меня никаких претензий к Российской Федерации нету, потому что у России собственные интересы. Россия отчасти хочет усилить свое этническое присутствие на территории республики, и это объясняется той новейшей истории, которую мы наблюдаем за последнее время. Россию неоднократно кидали, ее кинули на Украине очень жестко. Она экономически очень активно помогала Украине. Украина получала газ по дисконту, Украина получала огромные кредиты от Москвы. Но, тем не менее, Россию кинули на Украине. То же самое произошло в Армении. И
уже третий раз наступать на одни и те же грабли не хочется в Москве, и в Москве решили застраховаться. Я вполне это понимаю, это прекрасно. У Москвы свои фобии существуют по этому поводу. Но есть свои фобии у нас, потому что недалекая наша история показала, что возникновение в Абхазии крупных этнических общин, которые превышают в несколько раз абхазов, заканчивается для абхазского народа плохо. И в Москве, и в Сухуми об этом прекрасно знают. Поэтому наша проблема, в чем вообще проблема этих вопросов? Никто, к сожалению, из руководства нашей страны не смог сразу же при возникновении этих вопросов сформулировать нашу позицию. Жестко сказать, что есть вопросы, есть какие-то красные линии, которые мы переходить не будем ни при каких обстоятельствах. Вместо этого что произошло? Для того, чтобы Россия поддержала на предстоящих президентских выборах, каждый лидер, приезжая в Москву, соглашался со всеми условиями, которые ему предлагали. То есть он изначально давал обещания, которые он выполнить не мог. Просто для того, чтобы получить вот это кресло президента. Потом, возвращаясь с Москвы в Абхазию, у нас начинались внутри протесты, когда эти законопроекты выносили наружу. И, естественно, они никак не продвигались. Это первый раз произошло с продажей жилой недвижимости иностранцам. Второй раз, третий раз, там не только по этим вопросам, по многим другим. И русским, наверное, в Москве это надоело. И теперь они привязали решение этих вопросов непосредственно к вопросам финансирования. Это тоже вполне естественно. То есть обвинять российскую сторону в том, что она проводит какую-то целенаправленную, какую-то враждебную политику по отношению к... Такого нет. Россия просто реализует собственные интересы. Это нормально. Наша вина в том, что мы не смогли объяснить, где находятся границы того, что можно, а границы того, чего нельзя. Мы сами намекнули, что мы можем отойти от тех красных линий, которые когда-то обозначали. Там мы им говорим в Москве одно, а в Абхазии, приехав в Сухуми, мы делаем совершенно другое. Вот. Что касается самих вопросов, эти вопросы уже неоднократно обсуждались и в обществе, и в средствах массовой информации. Эти вопросы мы не можем принять. Мы не можем принять, потому что в этом случае наносится колоссальный ущерб национальной безопасности нашего народа. Вообще, когда мы подписывали с Российской Федерацией соглашения, в преамбуле всех этих соглашений есть упоминание, что эти соглашения не должны наносить ущерб ни интересам Российской Федерации, ни национальным интересам Республики Абхазия и абхазского народа. Поэтому здесь в наших действиях ничего предосудительного нет. Единственное, конечно, с чем можно согласиться, это с виной наших руководителей, которые все-таки не смогли донести до политического руководства Российской Федерации о позиции абхазского народа. Вот. Я бы хотел тут выделить слова, которые указаны в протоколе. Например, ратифицировать соглашение, обеспечить вступление, снять ограничения с российских инвесторов. Такое впечатление, что вышестоящая инстанция дает распоряжение нижестоящей. На мой взгляд, эти слова «снять ограничения» – это значит, уважаемые депутаты абхазского парламента, поднимайте руки «за», у вас другого выбора нету. Что бы ты по этому поводу сказал? В принципе, а что тут скажешь? Что тут скажешь? Такая риторика, она объясняется нашим поведением за последние годы, не знаю, 10 лет, наверное, правильно сказать, с 2008 года. Россия, оказывая нам поддержку, военно-техническую поддержку в сфере безопасности, правопорядка, в экономической сфере, социальной сфере, мы перестали сами что-то делать. Поэтому каждый раз мы надеемся на поддержку со стороны Москвы, ездим туда с протянутой рукой, постоянно что-то выпрашиваем. И когда ты постоянно что-то выпрашиваешь, уважение к тебе начинает теряться. Если ты уже тоже что-то обещаешь, постарайся обещать то, что ты можешь сделать.
Потому что, обещая одно, потом не делая это, ты фактически обманываешь своего партнера. Все это в конечном, вот в сумме, это привело именно к такой риторике. Как мы себя ведем, как мы себя поставили, так к нам и относятся. Вот если вот совсем коротко говорить. К сожалению, это опять же, ну чья вина это может быть? Это наша вина, наших руководителей. Значит, руководители не соответствовали тому уровню, той должности, на которую мы их поставили. В следующий раз, когда мы будем идти на президентские выборы или парламентские выборы, будем умнее, должны быть умнее. Вот. Только так. Тенгиз, говорят, эти законопроекты в рамках гармонизации законодательства. Слово гармонизация означает, это, наверное, комфортное состояние для и той и другой стороны. Но вряд ли абхазская сторона испытывает гармонию в связи вот с давлением по принятию этих законопроектов. Поэтому слово гармонизация здесь, она просто натянута, это может быть некая ширма. Как ты думаешь по этому поводу? Ну, гармонизация законодательства означает, что законодательство двух стран будет приведено в такое состояние, при котором комфортно будет взаимодействовать. Взаимодействие это осуществляется в различных сферах, в экономике, в социальной сфере, в сфере культуры, безопасности. И чтобы это взаимодействие не вступало в противоречие с какими-то нормами национального законодательства, пытаются его гармонизировать, стараются его гармонизировать. Гармонизация законодательства у нас проходит давно, но вот здесь нужно упомянуть, что при формировании собственного национального законодательства, такая уже у нас практика была, что мы его формировали следующим образом. Мы не разрабатывали собственные законы, мы просто молча переписывали законодательные акты Российской Федерации, меняя лишь название страны на Республику Абхазия. То есть, если исходить из этого, вот сравнить, сопоставить законодательство Республики Абхазия и законодательство России, то можно сказать, что у нас законодательство фактически унифицировано, то есть практически идентично одно другому. Поэтому после такой схожести правовых систем говорить о гармонизации, конечно, очень нелепо. Единственное, вот что могу сказать, у нас гармонизация была в сфере таможенного законодательства. У нас действительно по таможенному законодательству, таможенный кодекс, который действовал в Республике Абхазия, он тоже был в одно время переписан с таможенного кодекса Российской Федерации, но потом в России был принят таможенный кодекс Таможенного союза. И в этом плане, да, разница в законодательных актах присутствовала. А что касается по другим вот сводным нормативно-правовым актам, Гражданскому кодексу, Уголовному кодексу, Административному, то мы практически там идентичны. Так что ни о какой гармонизации. Речь даже скорее идет о унификации законодательства. Для чего вообще эта гармонизация необходима? Россия пытается, опять же, преследуя собственные национальные интересы, интересы обеспечения собственной безопасности, она пытается максимально застраховать себя по периметру границ. И Абхазию втянуть в свое экономическое правовое пространство, интегрировать. Поэтому и гармонизация была необходима. Гармонизация позволяла, потому что у нас соглашения мы подписывали по различным сферам, в сфере обеспечения правопорядка, безопасности, там, по экономике. И чтобы не заниматься правовыми вопросами в рамках отдельных, вот они решили гармонизировать всю правовую систему. Так что вот мы допустили очень большую ошибку. Некоторые правовые акты Российской Федерации, которые мы вот просто слепо перенесли на территорию Абхазии, они не совсем соответствуют ментальности нашего народа. И эта практика тоже неправильная. Но с учетом того, что она уже сделана, говорить о гармонизации, у нас унифицировано законодательство. Тенгиз, президент Российской Федерации Владимир Путин говорил, что от апартаментов никакого выигрыша для курортной сферы нет. Законодательное собрание Краснодара также готовило законопроект о запрете апартаментов. Я, насколько знаю, в Российской Федерации вообще нет пока закона об апартаментах. Поэтому вот какое-то навязывание Абхазии этого закона, мне кажется, это не совсем верно.
данной ситуации? Неверно, да, ну, навязывание. Нам навязывает, это даже не закон о апартаментах, а это закон о продаже жилой недвижимости. Просто форму поменяли и все. Опять же, там есть некая повестка, есть вопросы, которые, видимо, в Москве приняты на самом высоком уровне, и эту повестку нужно выполнять. В той форме или в этой форме вот эти галочки везде должны быть проставлены. И соответствующие структуры через политических акторов в Абхазии, через политические институты в Абхазии пытаются эту повестку продавить. Но это, опять же, позиция российской стороны, это ее интересы. Позиция нашей стороны в этом вопросе. Там для нас принятие закона об апартаментах несет угрозу демографического характера, с точки зрения экономической безопасности государства. И с учетом вообще всего комплекса наших социально-экономических проблем, это вопрос не сегодняшнего дня и не ближайшего будущего, это точно. Так что говорить плохо апартаменты. Апартаменты – это в Российской Федерации система обхода законодательства в сфере строительства. Такая мошенническая схема. Она невыгодна в России в каких-то регионах, но в каких-то регионах она показала себя хорошо, где-то показала себя плохо. Лично для нас, для Абхазии, с учетом той ситуации, в которой мы сегодня находимся, с учетом тех институциональных проблем, которые сегодня у нас присутствуют, уровня коррумпированности власти, отсутствие нормальных систем учета, отсутствие управленческого потенциала у власти контролировать какие-либо вопросы, мы не можем принять этот законопроект. Потому что если мы его примем, население нашей страны потеряет окончательно самый важный фактор производства – землю. И в конечном итоге, чтобы все это понимали, когда абхазы останутся без земли, неизбежно возникнут и межэтнические проблемы. Зачем эти проблемы создавать сегодня, если можно, по крайней мере, на худой конец отложить на какой-то период времени этот вопрос, дать возможность республике решить какой-то объем своих проблем, улучшить свою демографическую ситуацию, и, возможно, потом возникают предпосылки для того, чтобы сесть и обсудить этот вопрос тоже. Но сейчас, в данный момент, мы не можем этого сделать. И в нашей позиции ничего такого странного не надо видеть, потому что в Российской Федерации, например, точно такая же позиция существует, наверное, у патриотов России по отношению к инвестиционной экспансии западных государств. Вот в нулевые годы, в 90-е годы все, что происходило в России, происходило со стороны западных инвесторов, происходило в ущерб национальным интересам российского народа. И тогда те люди, которые выступали и критиковали такую позицию, они делали примерно то же самое, что мы сегодня пытаемся сделать. Так что не надо этому удивляться. Ничего в этом такого странного нет. Некоторые абхазские чиновники подчеркнуто говорят, что Абхазия не выполнила свои обязательства. Они абхазские чиновники? Что Абхазия не выполнила свои обязательства? Абхазия – это кто? Вот когда они говорят, что мы не выполнили свои обязательства. Во-первых, мне хочется задать этим людям вопрос. А зачем вы брали эти обязательства? Ну, не я же взял их, не простой народ там пришел и разговаривал с руководством Российской Федерации. Это значит, вы там присутствовали и давали какие-то гарантии того, что те предложения, которые вам были сформулированы, вы на них согласились. Зачем надо это было делать? Потом, кто должен был реализовать эти вопросы? Это же вы должны были делать. То есть чиновники, вы, руководители, не знаю, президент, премьер-министр, министры, которые все там собрались, это вы должны были делать. То есть вся ответственность за то, что вообще вся ответственность за вот эту текущую ситуацию лежит на руководстве нашей страны. Я не говорю сегодняшнее руководство, и предыдущее тоже. Потому что все время из-за бездарности и расхлябанности органов государственной власти уровень экономической зависимости ежегодно только возрастал. Когда Российская Федерация начала оказывать экономическую помощь Республике Абхазия, нужно было при поддержке этой экономической помощи начинать развивать собственную экономику, бороться с коррупцией, улучшать финансовую дисциплину, сокращать государственные расходы, более ответственно относиться к бюджетным средствам. Ничего этого сделано не было, и власть оказалась в такой комфортной ситуации. По принципу, знаете, комсомольцев, а там
большинство это бывшие комсомольцы вот, советского прошлого. Вы нам присылаете деньги, мы здесь их украдем. Вот такому принципу эта власть жила. Сейчас обвинять абхазский народ в том, что мы, абхазский народ, не выполнил какие-то обязательства. Какое отношение, когда вы спрашивали абхазский народ о том, что вы делаете? Вообще, абхазский народ узнает о подписанных вами соглашениях только через некоторое время после того, как вы его подписали. Единственное, что, слава богу, что существует парламент и необходимо какие-то вопросы ратифицировать. Если бы системы ратификации не было бы, мы вообще не знали бы, что в стране происходит. Так что это вся вина, вся ответственность лежит на власти. Никакого отношения к этим проблемам народ не имеет. Это все. Следующий вопрос, наверное, такого политического характера. Мы знаем, что идет СВО. Там непростая ситуация, события в Курской области, наращивание сил НАТО по периметру западных границ и так далее, и так далее. Многие аналитики прямо даже открыто говорят, что возможно там, не знаю, обмен ядерными ракетами и так далее, и так далее. И такое может произойти. Риски существенные. Вот в этой ситуации, вот зачем сейчас необходимо в дружественной стране, в Абхазии, накалять обстановку, оказывая давление по принятию этих законов, которые нас, в общем-то, не устраивают. Зачем это сейчас вообще? Вот в такой нестабильной политической обстановке. Есть вопросы, которыми занимается вопросами безопасности. Там одна башенка в Кремле, другая башенка другими вопросами. Там в Москве очень много башенок. В Москве, в отличие от Абхазии, там более жесткая какая-то система контроля, система управления. Если вопросы поставлены на самом верху, да, эти вопросы нужно выполнять, независимо от того, как ситуация вокруг меняется. Есть какие-то структуры, которые эти вопросы все-таки должны довести до конца. Я бы не сказал, что Российская Федерация сейчас прямо кому-то в Москве выгодно ухудшение российско-абхазских отношений. Просто там люди, которые хотят выполнить стоящую перед ними задачу. Это абсолютно такая типичная русская бюрократия. В Абхазии тоже нет негативного отношения к России, так, русофобских настроений. Их нету, но их искусственно пытаются создать для того, чтобы просто сохранить власть. То есть, смотрите, вот человек приехал перед выборами и пообещал выполнить какие-то вопросы. Благодаря данным обещаниям он получил какие-то экономические привилегии. Ему пообещали там какую-то экономическую поддержку. Он становится президентом, у него не получается реализовать данные ему в Москве обещания. Он приезжает обратно в Москву, его спрашивают, почему? Он же не скажет, это я виноват. Он должен найти виновного. Но кто виновный? Виновный это оппозиция, виновны это какие-то мифические прозападные силы, которые в Абхазии якобы находятся, там какие-то спецслужбы. Там, послушаешь нашего президента, возникает такое ощущение, что все западные спецслужбы мира денно и ночно занимаются лишь только тем, что вот сидят и думают, как бы в Абхазии противостоять вопросу апартаментов. Но это вот такое отношение возникает из-за того, что мы туда приезжаем и вот это говорим, пытаясь оправдаться в своем бездействии. Вот и все. Почему никаких антироссийских настроений в Абхазии нет. И их никогда не было. И они потенциально не могут возникнуть в Абхазии, потому что единственная страна, которая поддержала Абхазию, единственная страна из более чем 100 стран, 100 с чем-то стран, это была Россия. Россия признала независимость и суверенитет, а российский народ оказал поддержку и во время войны, и после войны оказывал. Так что никаких антироссийских настроений здесь вообще априори возникнуть не может. Но для того, чтобы обвинить своих политических конкурентов, создается вот такая атмосфера, как бы якобы, что вот здесь есть антироссийские люди, которые... Вот моя позиция, например, я не согласен только с 2 или 3 вопросами.
из 40 с чем-то вот этих вопросов многочисленных российско-абхазских отношений. Я всецело и полностью поддерживаю все остальные вопросы. Я могу мотивировать, почему я не согласен. Я даже в вопросе продажи жилой недвижимости у меня был диалог с сотрудником администрации президента Российской Федерации. И при обсуждении я им объяснил, вот вы сегодня придете, заберете у абхазов землю. У абхазов очень трепетное отношение к земле. В середине 19 века, чтобы понимание было, абхазы готовы были убить кого угодно, в том числе и своего брата, ради земли. Для абхаза земля имеет сакральное значение. Если вы сегодня отберете абхазов землю, завтра они останутся без хлеба, а земля – это источник выживания, они начнут кого-то обвинять. И кого они обвинят? Себя они обвинять никогда не будут, будут обвинять вас. То есть мы фактически вот сегодня этим решением создаем условия для возникновения межэтнического конфликта неизбежно через 10 лет, через 15 лет, 20 лет. И тогда наши дети, ваши дети в этом конфликте будут участвовать. Какая необходимость в этом? Учитывая, насколько дефицитным ресурсом для абхазского народа является земля, этот вопрос можно, в конце концов, не рассматривать. Да и вообще можно не рассматривать никогда. Это проявление уважения, прежде всего, к нашей истории, к нашему народу, учитывая тот исторический опыт, который у нас есть. О котором, кстати, прекрасно известно и в Москве, и где угодно. В протоколе говорится: с 1 сентября 2024 года приостановить перечисление Республике Абхазия средств российской финансовой помощи. В частности, речь идет о доплатах некоторым категориям абхазских бюджетников. Да. Но, тем не менее, в правительстве заявляют, что будут найдены средства в нашем бюджете, чтобы в полной сумме выдавать зарплату. Но вопрос о том, что последовательно будет происходить сокращение финансовой поддержки по социальным выплатам, этот вопрос возник не в кабинете Козыка, этот вопрос возник намного раньше. И об этом было известно правительству Республики Абхазия, по-моему, с 22 года, если я не ошибаюсь. И их предупредили о том, что к этой ситуации нужно готовиться. То есть правительство Республики Абхазия прекрасно знало о том, что к концу 2025 году это финансирование прекратится, и нужно будет изыскивать собственные средства для закрытия вот этой задолженности. Ничего удивительного не может быть для абхазской стороны в том, что происходит. Вообще, независимо от того, мы согласились бы с законом об апартаментах или не согласились бы, приняли бы мы этот закон об инвестиционной деятельности, который вообще кабальный, просто кабальный закон. Я не знаю, кто его придумывал и в какой стране мира. Мне просто интересно, люди, которые вот сегодня пытаются нам всем объяснить, что этот закон необходимо было принять, пусть покажут страну, в которых иностранные инвесторы имеют такие же условия, которые указаны в этом законе. То есть, независимо от того, приняли мы эти законопроекты или не приняли бы, сокращение бы было финансирования. То есть это вопрос совершенно не привязан один к другому. Вот и все. Просто наша власть, на мой взгляд, наша власть хочет представить людей, которые были против этих законопроектов, как в противнике, не только как противник российско-абхазских отношений, но и как теми акторами, из-за которых абхазский народ лишился каких-то финансовых средств. Вот. Отчасти это интерес абхазской стороны и интерес российской стороны. Конечно, да, вот какие-то вопросы не проходят. И как бы чуть-чуть намекнуть на то, что вот если бы вы приняли бы эти вопросы, вот финансовая поддержка продолжалась бы. Но это не так. Вопрос о сокращении финансовых расходов, он уже давно обсуждался, он уже был принят, его обсудили с абхазской стороной. К тому же, учитывая ту сложную ситуацию, в которой сегодня находится Россия, в России реально нет таких возможностей, чтобы дальше поддерживать Республику Абхазию. У нее объем собственных расходов колоссальный, учитывая вот эту специальную войсковую операцию, которую она проводит, и санкции вокруг Российской Федерации. Там. То есть у нее там глобальные проблемы колоссальные. Так что
Я, скорее всего, думаю, что все-таки большая заинтересованность это абхазской стороны. Вообще абхазская сторона заинтересована была в большей степени в сливе этого документа и в нагнетании вот сейчас в данный момент ситуации внутри республики. И вот эти многочисленные сейчас появились какие-то телеграм-каналы, которые постоянно хотят навесить маркеры врагов абхазского народа, врагов российско-абхазских отношений на лидеров абхазской оппозиции, вообще на общественных деятелей Абхазии, на интеллигенцию. Это все звенья одной цепи. Это целенаправленная какая-то вот система действий, которая рассчитана на предвыборную кампанию, на президентские выборы предстоящие. Вот и все. И завершающий такой вопрос. Возможно, в Абхазии назревает очередной политический кризис. Оппозиционные силы требуют уже отставки президента. Впереди, через где-то примерно полгода, президентские выборы нас ожидают. В связи с этим, в чем ты видишь выход в данной ситуации? Либо дождаться выборов в срок, либо добиваться отставки президента. В чем ты видишь выход? Ну, сложный вопрос, в чем выход. Ну и то, и другое, я думаю, что особо не изменит наше положение дел. Мы можем и сейчас требовать отставки президента. Можем дождаться выборов. Но от этого ситуация не меняется. Она не изменится. Она измениться может только тогда, когда мы как-то радикально изменим систему власти в стране. И свое отношение тоже... Вообще ответственность президента страны, членов кабинета министров, премьер-министра, депутатов парламента, она начинается с ответственности каждого гражданина. То есть, когда ты идешь на выборы и голосуешь, неважно, за депутата парламента или за президента страны, если ты не ощущаешь ответственность, ты идешь голосовать просто потому, что тебя там какой-то знакомый попросил, проголосуй за вот этого парня. Или тебе дали 5000 рублей, положили в карман, и ты только за 5000 рублей идешь голосовать. Это твоя безответственность. И твоя личная безответственность, она рождает вот таких безответственных руководителей. Поэтому, чтобы что-то изменилось в нашей стране, нам необходимо изменить собственное отношение к власти, к своему будущему, и изменить систему власти в государстве, провести какие-то реформы. Что касается, внутриабхазский кризис, он перманентный, он сохраняется уже с 2004 года, можно смело сказать, что у нас кризис, он постоянно существующий. А кризис российско-абхазских отношений, я думаю, что это временное явление, что он у нас периодически иногда возникал, и этот кризис мы тоже преодолеем. Если, слава богу, у нас появятся нормальные руководители, ответственные люди, которые понимают чаяния, надежды своего народа, которые имеют собственные принципы и готовы за эти принципы стоять, я думаю, что при наличии таких людей с российской стороной можно договориться и вести честный, откровенный диалог. Отчасти наша вина в том, что мы периодически их обманываем. Кому приятно иметь дело с людьми, которые тебя обманывают? Ты теряешь уважение в их глазах. Так что я очень надеюсь, может быть, такие люди появятся, у нас ситуация изменится. Но, опять же, это все зависит от нас. Если мы предстоящих выборов, неважно, мы можем быть... Я считаю, что, конечно же, Аслан Бжаня, как глава государства, он не президент страны. Не имеет человек таких качеств, чтобы быть главой государства. Он просто их лишен напрочь. Стоит из-за этого заниматься тем, что опять устраивать этот переворот, или как это называется, или дожидаться выборов. С другой стороны, у нас выборы в Абхазии, уровень электоральной коррупции настолько высок, что верить в выборы тоже практически невозможно. То есть, если даже у нас появится какой-то кандидат, сложно его будет провести во власть. У нас активно используется административный ресурс, активно используется подкуп избирателей. И вообще эти выборы непонятно что. И зачастую у нас как происходит ситуация? У нас сперва переворот, потом происходят выборы. То есть власть решает с административного ресурса, происходит переток чиновничьего аппарата из одного стана в другой стан, и происходят выборы. И какая-то другая группа приходит к власти. Но мы меняем одних на других.
Вот все время одних, это как карусель, она постоянно крутится. И в рамках вот этой политической карусели ничего изменить, мне кажется, будет невозможно, вот что-либо поменять. Нужно, чтобы какие-то другие люди пришли во власть. Вот на мой взгляд. Я очень надеюсь, что, опять повторю, что я очень надеюсь, что этот кризис российско-абхазских отношениях, я бы даже его не назвал бы кризисом, это слишком громко сказано, что он максимально в короткие сроки закончится, и российские абхазские отношения будут переформатированы, будут более, пусть они будут более прагматичными, пусть они будут более рациональными, пусть более откровенными, честными. Я не сторонник, чтобы мы кого-то обманывали. Есть вещи, которые мы можем выполнить, есть вещи, которые мы выполнить не можем. Потому что если мы перейдем эти границы, это просто мы поставим под угрозу исчезновения собственного народа, собственной нации. Так. Спасибо.